Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в эфире подборка любопытных событий из социальных сетей. Расскажу о достижениях и новинках из мира якутского кино и мультфильмов, а также о самых значимых событиях из спорта Якутии. Давайте начнем. Якутский фильм «Молодость» вошел в лонг-лист национальной премии «Золотой орел». Далее по итогам первого тура голосования будет определен шорт-лист премии. Церемония вручения наград состоится 27 января следующего года в Мосфильме. Картина режиссера Дмитрия Давыдова рассказывает о 40-летнем Василии, который уже более 20 лет пытается найти счастье в большом городе. Вернувшись домой в деревню, он понимает, что его уже никто не ждет. Фильм Дмитрия Давыдова «Песнь лета» также участвовал в кинофестивале «Окно в Европу». И уже совсем скоро, 10 ноября, выйдет на большие экраны. Картина расскажет историю 3 людей разных поколений. Их знакомство продлится несколько дней, весело и с приключениями, как отмечал сам режиссер в нескольких интервью. Документальный фильм творческого коллектива из Якутии успешно выступил на кинофестивале тюркского мира. Документальный анимационный фильм серии «Оголор. Дети войны» творческой студии «Киноголоро» занял 2-е место на 7-м фестивале документальных фильмов тюркского мира, который прошел в Стамбуле. В финал вошли 2 картины «Дети войны» и «Хранители тундры». Еще больше любимых героев детей заговорят на якутском языке. НВК «Саха» активно работает над дубляжом самых известных российских мультсериалов. Коржик, карамелька, вон на компот. Это уже 3-й проект Гаврила Минкярова в НВК «Саха». Сейчас он озвучивает папу 3 котов, выражая все эмоции, придерживаясь правильного тембра голоса. Говорит, что ему это по душе. Я профессиональный артист, поэтому мне это не в новинку. Я давно занимаюсь озвучанием. Озвучивал в фильмах, роли в «Малышариках» работал, автора, рассказчика. В проекте «Току» я работаю режиссером озвучки. И вот 3 кота. Дубляж мультфильмов – это трудоемкая и кропотливая работа. Сначала редакторы студии переводят текст каждого сериала на якутский язык. Затем уже переходят к подбору и поиску подходящих голосов. А пройти отбор непросто. Подбор актеров у нас делается через создателей мультиков. Мы здесь записываем голоса и отправляем в Москву. И создатели мультика уже подбирают голоса. И голос должен соответствовать и характеру героя, и по тембру. И потом уже идет работа. Посмотреть переведенные мультфильмы можно на сайте tunnyuk.ru и на телеканале «Мамонт». На сегодняшний день вышли такие известные анимации, как «Фиксики», «Малышарики», «Тима Тома», «Маша и медведь». Нашей радости очень много дистрибьюторы, производства, компании, продюсерские центры сами стали выходить на нашу компанию НВК «Саха», да, и предлагать сотрудничество. Мы очень рады, что, оказывается, очень много есть производителей в России. Сейчас в республике уделяется пристальное внимание поддержке сохранения родного языка. И дублирование известных героев-малышей – это стратегически правильное решение. Ведь чтобы якутский язык и дальше существовал и развивался, надо учить детей с малых лет. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. Среднеколымские рыбаки ловят отборных карасей специальным приспособлением. За один раз они выловили около 10 мешков самых отборных жирных карасей. Бо, кегелите кататак на корма. Бо, даг дасте, бо. Ну а Кобяйский район очень известен своими жирными большими карасями, но сейчас там идет активная рыбалка на хариуса. Хариус обыкновенный. Очень редкая экзотическая птица китайская иволга была замечена в селе Кюндеда Сунтарского улуца. Как она туда попала, неизвестно. В социальных сетях распространилось видео, на котором хангалахские коровы очень умело, прям как горные козлы Чубугу, взбираются на гору.
Белки стали неотъемлемой частью столицы. В последнее время очевидцы все чаще снимают на видео белочек. А сейчас глубокой осенью эти маленькие животные суетливо запасаются пищей на зиму. Момские яйца. Неужели в Якутии обнаружены древние окаменелые яйца динозавра? Это вросшие в скалы округлые огромные камни наводят на различные фантастические мысли. В Момском районе, в Улахан-Чистайском наследии, на наледи Антон находятся такие загадочные каменные образования. Что это такое? Может, окаменевшие яйца динозавров, метеориты или какое-то природное образование? Задается вопросом популярный паблик о туризме на Дальнем Востоке Forest Russia. По-научному это сферолиты, их великое разнообразие в мире. Причем в каждом случае своя история. Поэтому для объяснения момского феномена требуется участие специалиста. Сквер, посвященный доктору биологических наук, открыли в Намском Улусе. Жизнь Петра Лазарева была связана с изучением мамонтовой фауны, палеонтологией. Он автор и соавтор более 150 научных работ, в том числе 16 монографий. Многие из его трудов опубликованы в зарубежных изданиях. Открытие сквера также приурочили Году культурного наследия народов России. Но идея, конечно, целиком и полностью принадлежит моей маме. Она у нас человек креативный, творческий. И очень, если она что-то задумает, она все это исполняет. Но мы, конечно, ей помогли. Память о нем останется и в его родном Улусе. И все вот молодое поколение, оно будет знать, да, знать о том, что, в общем, был такой человек, который как бы сделал известным, что ли, тогда. Ну, в общем, он как бы, чтобы им гордились. А теперь перейдем к новостям спорта. Национальные команды из России, Белоруссии и Казахстана открыли свой новый лыжный сезон. И в этом году лыжный сезон у них открылся в Якутии, а именно в городе Алдан. Что же повлияло на такой выбор, узнавал мой коллега Руслан Павлов. Алданские лыжные трассы для заслуженного тренера России Юрия Каминского уже как родные. Более 10 лет он привозит сюда национальные команды по лыжным гонкам и биатлону. Кроме того, Каминский открывает Алдан для команд из стран СНГ. Теперь белорусы знают место для тренировок, где в октябре лежит настоящий снег. Единственный минус – расстояние и часовые пояса. Это единственный минус. Я думаю, что если бы было поближе, здесь бы вообще полстраны бы было, по крайней мере, полстраны России. Думаю, что ближайшие страны тоже были бы в более полном составе. Биатлонисты, наверное, приезжали бы. Вот. Единственное, что пугает, это разница во времени и расстоянии. Сборная Казахстана в Алдане уже не впервой и очень довольна состоянием трасс и их протяженностью. После тренировок в Алдане сборная отправится в Финляндию, готовится к первому этапу Кубка мира и очень сожалеет, что у российских спортсменов нет возможности участвовать в мировых первенствах. Мы очень, переживаем за российских лыжников, биатлонистов, то же самое, что всегда, где наши руководители, кто в международном ФИСе, они поддерживают наших российских коллег. Мы переживаем, конечно, хотим, конечно, чтобы все спортсмены выступали, потому что спорт, он объединяет, развивает культуру. Заслуженный тренер СССР и России Николай Лопухов впервые побывал в Алдане в середине 80-х годов прошлого столетия. Сегодня Алдан может похвастаться не только ранним снегом, но и инфраструктурой. Тут все комплекс великолепный. Именно комплекс. И тут и тир, и стрельбище, и снег. Все прекрасно. Как говорят тренеры, ранние вкатки позволяют определить возможности спортсменов, обкатать новые варианты нагрузок, поработать над ошибками. И здесь санкции и запреты, возможно, лишь укрепляют дух спортсменов, позволяя им набрать новые навыки, тактику и стратегию, которые при случае выведут наших лыжников и биатлонистов на недосягаемые высоты. Да, конечно, плохо, что соревновательная деятельность немножко такая внутренняя будет, но все равно здесь можно поэкспериментировать с какими-то моментами. Ответом на запреты мирового спортивного сообщества станут всероссийские соревнования по лыжным гонкам, которые пройдут в Алдане в конце октября. В них также примут участие национальные команды из Казахстана и Белоруссии. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!